Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на вас, и мы с вами узнаем, кто вас боится, кто испытывает трепет и страх от вас и от упоминаний вашего имени. Если вам тема интересна, вы хотите узнать, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо, ни о чем думать не надо. Просто расслабьтесь. А вопрос задайте простой. Кто меня боится? И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ого, ого. Даже не знаю, как на это реагировать. Окей. Так, ну давайте начнем с вас. На самом деле, сейчас я все объясню. Просто вас здесь показали человеком с крыльями. Человеку, у которого есть ангельские крылья. И ну, тут какой-то парадокс, да? Тема у нас заявлена «Кто боится?» и вышли персонажи, которые вас боятся, но при этом вас показали с крыльями. То есть вас показали человеком высокой морали, человеком добрым, открытым, отзывчивым, человеком с доброй и чистой душой. И казалось бы, кто может бояться такого человека? Как это в принципе возможно. Ну, видите, в нашем мире все возможно. Угу. И еще по поводу вас хочу сказать, что вы сильнее, чем кажетесь, сильнее, чем сами про себя думаете. Ведь крылья — это не только какая-то привилегия, это еще и сила, да? Это еще олицетворение силы. И вас я вижу как очень милую, улыбчивую и со всех сторон положительную. Вот. Вы на первый взгляд такая миленькая девушка, миленькая женщина. Кажется, что вы там и мухи не обидите. Но если вас задеть за живое, если вот как-то нарушить ваши границы, либо попытаться вас обидеть, либо обидеть того, кто слаб, то вы превращаетесь в дракона. Просто вот дракона, который пламенем может просто вот всех испепелить. Да, и вот эти крылья, они из ангельских превращаются в крылья дракона. Вот есть у вас такая особенность меняться, причем мгновенно. Но опять же, должен быть повод. Да? Без повода вы никогда драконом не воплотитесь. Только лишь, если какое-то безобразие, если нарушение правил, если нарушение законов. И если сильные притесняют, обижают слабых, тогда вы превращаетесь в дракона. И вообще, с вами нельзя понебратничать, если вы этого не разрешаете. И с вами нельзя вести какие-то вот игры, да, вот нечестные игры, либо в принципе с вами нельзя играть. Вы тоже этого не приемлете. Человек, вы интеллектуально развитый, плюс, опять же, крылья, явно у вас есть скрытые способности, которые не даны другим людям, и вы этими способностями пользуетесь. Когда надо, вы себя крыльями закрываете, превращаете в невидимку. Ну, а когда, например, какой-то острый момент, наоборот, вы эти крылья, превращая в драконьи, делаете очень такими острыми и колющими. Да, необычная вы личность, необычная. Так, здесь у меня несколько персонажей, кто вас боится. Вы у меня все разные, поэтому я буду их перечислять, а вы уж там сами будете для себя понимать, ваша ли эта история или нет. Прежде мне показывают мужчину, очень гадкого мужчину, который в вашей жизни был. Вы были связаны чувством, и чувством достаточно сильным.
по крайней мере, с вашей стороны все было честно, вы были абсолютно открыты, вы открыли свое сердце, вы открыли душу. Вы очень много сделали для этого мужчины. Вы очень много вытерпели от этого мужчины. На многое закрывали глаза, махали рукой. Понимали, что этот мужчина тянет вас в пропасть, но надеялись его спасти. Кстати, и финансово вы тоже очень много пострадали от этого мужчины, либо очень много в него вложили и потеряли. Тоже вот у кого-то отыграется. Он вам еще и денег кучу должен на самом деле. Мужчина безобразный и по характеру, и по манерам. Мужчина слабый и очень эгоистичный. Слабость его заключалась в том, что он всегда всех обвинял. То есть, что бы ни случилось, всегда все виноваты, а он один, такая бедная овечка, жертва обстоятельств. Все его там типа обманывали, все его там предавали, а он святой. Просто вот сама святость. Требовал беспрекословного подчинения себе, требовал уважения там, где уважать нечего, и требовал, чтобы все было вот как ему, в угоду ему. Да, вот мне так нравится, я так хочу, значит, все так делаете. Абсолютно деспотичный тип и человек, который очень много действительно страданий вам принес, ну, своим поведением, своими поступками. Долго вы его терпели, долго вы его тянули, но вижу, что в какой-то момент просто вот все оборвалось, опустилось и откатилось. Да, скорее всего, вы просто молча поставили точку и, ну, грубо говоря, так и указали: вон Бог, вон порог, давай иди отсюда из моей жизни. Вот этот мужчина вам чего-то там наобещал, что вот еще пожалеешь, еще там прибежишь, приползешь, там, кому ты нужна, типа ты без меня ничего не можешь, не стоишь. Ну, вы махнули рукой и пошли дальше. Значит, этот мужчина, он вас боится, потому что вы про него очень много знаете, очень много, и вам есть что про него рассказать. И поскольку он личность скверная, скорее всего, он либо хотел, либо даже пытался как-то вот вас оклеветать, очернить, да, испортить вам репутацию, настроить ваших друзей против вас. Но, видно, вы ему там пригрозили, либо сказали, что, ну, я тоже молчать не буду, да, либо ты еще пожалеешь. И он действительно испугался, потому что он вас хорошо знает. Он знает, что вы, да, очень терпеливая, но если действительно чаша терпения будет переполнена, этому мужчине не поздоровится. А вам действительно есть что рассказать. Мало того, у вас еще очень много как доказательств о его, например, каких-то неправомерных действиях, неправомерных поступках. У вас эти доказательства еще, скорее всего, сохранились. И вот ему и хочется гадости говорить про вас, и делать хочется гадости, но боится. Боится, что вы все про него расскажете. Ну, либо вообще, в принципе, в полицию пойдете, да, и заявление на него напишите, либо в суд подойдите, чтобы он вам деньги отдал. То есть и хочется, и боится, и хочется, и боится. А вообще этот мужчина очень сильно мечтает, чтобы вы сошли с ума, чтобы вы потеряли рассудок и чтобы к нему вернулись. Ну да, именно таким путем, потому что другим путем не получится. Другим путем вы его к себе просто не подпустите. Вот, мечтает. Хотел бы он назад вернуться, хотел бы в ту же реку войти. Очень ему было с вами хорошо. Ну, честно скажу, что ни с одной другой женщиной так хорошо ему не было и уже никогда не будет. Но он сам виноват в том, что вы разошлись. В том, что он такой бессердечный, хам и подонок. В общем, девочки, боится, очень боится. И будет бояться до конца своих дней. У вас действительно на него конкретный компромат. Ну, либо у вас конкретное оружие против него есть. И он очень боится. Вот. Вы думаете, чего он так затаился, притаился, почему молчит? Ну, потому что боится, очень боится. Дальше, мои хорошие, показывают женщину. Женщину, которая опять же, смотрите, из-за мужчины стала вашим врагом. Причиной вражды стал мужчина. Здесь либо он был один на двоих у вас, либо, может быть, она претендовала на этого мужчину, а может быть, она, допустим, боится, да, побоялась, что вы этого мужчину уведете, да, может быть, он там испытывал к вам интерес и до сих пор испытывает. Она это все видела, видит и очень сильно боится, что этот мужчина ее бросит и к вам придет. Но опять же, вы все разные, цыпка общая. Причина вражды – это мужчина. При этом вы ее как врага не видите. Вы просто ее видите как неприятные обстоятельства вашей жизни, ну, неприятный контакт. А она вот именно видит вас врага.
И она боится, что вы действительно можете сделать что угодно. Есть у вас такие возможности. Опять же, внешние данные у вас гораздо ярче, чем у нее. Опять же, вы такая женщина, которая сама себя сделала. Вам, в принципе, не нужен мужчина для того, чтобы чего-то в жизни добиваться, иметь, либо жить той жизнью, к которой вы привыкли, к которой вы хотите. Ей есть что терять. Вот, ей есть что терять, вам терять нечего. Плюс, может быть, мужчина не настолько вам интересен, как у вас много поклонников, да, а у нее это как последний вариант, последний шанс жизни, хотя бы быть не одной. Вот. Страх, что вы в любой момент лишите ее личного счастья. Страх, что вы этого мужчину заберете и уведете. Страх, что она останется из-за вас одна. И еще она что-то делала, но, я так понимаю, магию призывала, да, на вашу голову. И эта магия против нее обернулась. Знаете, как ее ударили? По здоровью ударили. То есть, скорее всего, эта женщина чем-то болела, переболела, может быть, даже какую-то операцию перенесла, ну, либо травму. Может быть, даже какой-то несчастный случай произошел, где она очень сильно травмировалась. Это верный как знак того, что она делала магию на вас, и эта магия от вас оттолкнулась и на нее перекинулась. То есть у вас защита, у вас крылья, вы этими крыльями вот как забором, ну, либо броней закрываетесь, и от вас отбилась, в нее попала. То есть болезнь, операция, травма, несчастный случай. Вспоминайте, вы сразу поймете, о ком я говорю. И теперь она и не рискует ничего против вас делать, боится, да, ну, потому что, видно, она ходила к эзотерикам, может, к гадалкам, тарологам, к магам ходила. Возможно, ей это все объяснили, и она очень боится, что если я что-то еще раз попытаюсь, да, мне опять вернется. Либо если вдруг я разозлю, ну, типа она вас разозлит, то вы назло там мужчину уведете, заберете у нее. Понимаете, как она живет? Не живет, а мучается из-за вас. Ну, не из-за вас, скорее всего, а из-за своей глупости, из-за своей дурости. Если бы она к вам не лезла, то ничего бы и не произошло. Вот. А если мужчина, ее мужчина интересуется вами, так это значит проблема не в вас, а проблема в мужчине и проблема в ней. Да? Может, они вообще друг другу не пара. Может, она к нему там приклеилась, знаете, давай рожать ему, чтобы его удержать, либо прикинулась беременной. Ну, у каждого по-своему отыграется. В общем, вас она дико боится, дико боится. Вы ей снитесь, вы для нее как предзнаменование беды. Особенно, да, если приснитесь, либо она вас встретит, все у нее там наперекосяк, из рук валится, там какие-то конфликты происходят. Ну, в общем, и боится, и ненавидит, и старается держаться на дистанции. Дальше. Показывают человека, который, ну, с вами рядом. С вами рядом, и у вас, я так понимаю, отношения. Здесь могут показать мужчину как мужа, как парня, как жениха. Также могут показать мужчину как брата и как сына. Здесь страх с правой стороны, страх от близкого человека. Но это даже и не страх, а скорее как, даже не знаю, как правильно назвать, мужчина, зная вас, зная ваши силы, возможности, таланты, мужчина боится вам врать, либо мужчина боится иметь от вас секреты, потому что вы все видите наперед, потому что вы читаете будущее, потому что вы его читаете как открытую книгу. То есть он не успел еще слово произнести, а вы уже можете безошибочно определить, будет он врать, либо будет говорить он правду. То есть от вас ничего не утаится. Опять же, это ваши скрытые способности, опять же, сила любви, да, когда вы любимого человека видите насквозь. Видно, у вас уже были такие моменты, когда он пытался там вилять хвостом, когда он пытался там привирать, вы его раскусили там на первых же словах, и он такой, блин, как она это делает, о, все пропало, да, она читает мои мысли, она все наперед знает. Вот. И теперь он боится вам врать, именно врать. С вами в отношениях он не боится, а наоборот, очень горд и влюблен, да, потому что вы шикарная женщина, вы замечательная, любящая, заботливая. С вами всегда приятно, тепло, уютно, сытно, в конце концов, вкусно с вами. Вот. С такими женщинами, как вы, как у царя за пазухой. Будь то мама, будь то любовница, будь то жена, будь то сестра. Но с другой стороны, вам нельзя врать, потому что вы это все видите, наперед читаете. Да, не успел подумать, а вы уже такая, руки в боки. Так, ты что, врать не собрался? Да? И он такой, не-не-не, ты что?
такого не было. Тут и гордится, и боится, так мне идет, и восхищается, не гордится, а восхищается и боится. Но брать вы его точно отучили. Это, я не знаю, так нужно рискнуть, так нужно постараться, чтобы вам соврать. И не получается, вот просто не получается. Так, еще с левой стороны. С левой стороны люди с мечами. Люди, которые этими мечами с вами борются. Но мечи — это слова. Слова, словесные перепалки, обвинения, ссоры в таком ключе. Во-первых, с вами спорить и невозможно, и бесполезно. Вы настолько аргументированно выстраиваете свой диалог, что тут никаких шансов, никаких вариантов вас переспорить, да, поскольку вы очень начитанный, грамотный человек с очень серьезной жизненной базой, да, базой знаний. Это, в принципе, невозможно. Но все-таки недалекие личности, скорее всего, пытаются. Очень похоже на бизнес, на работу, карьеру, когда интересы людей пересекаются. Вы не терпите лодыри, вы не терпите бездельников, вы не терпите всяких таких, вы знаете, мелких хищников, которые толком ничего делать не умеют, но вот они приспосабливаются, подстраиваются. Вы прям вообще не переносите. Вы всегда этим людям говорите правду, как она есть. Да? Вы делаете замечания, вы указываете на ошибки. Вы, понимаете, вы с целью человека перенастроить, человека научить это делать. Не с целью опозорить, а наоборот помочь. А глупые люди этого не понимают. Они начинают вступать с вами в полемику, в конкуренцию, в конкурентную эту борьбу, да, кто кого пересидит, выживет, выдавит. И очень часто из-за этого, да, происходят ссоры. Где бы вы ни работали, чем бы вы ни занимались, чем бы вы интересы не нарушили, поверьте, эти люди, они с последних сил с вами борются. Потому что понятно, что с вами нельзя спорить. Потому что вы всегда правы. Вот так мне идет. И эти люди, они боятся с вами спорить. Знаете, как приходится, да, выбора нет, приходится. Каждый раз, когда начинается спор либо ссора, разговор, в принципе, начинается, те люди уже понимают, что все, они обречены на поражение. И тут надо считать минуты, да, и все закончится. И мне придется, поджав хвост, уползать, да, потому что я был неправ, либо была неправа. Скорее всего, да, на работе пару коллег, либо кто-то из начальства, либо в бизнесе, может быть, какие-то конкуренты, неадекватные, нездоровые, спорят, потому что, нет другого варианта, да, потому что нечего больше говорить, да, буду сопротивляться, буду спорить, но при этом понятно, что все это обречено на поражение, потому что вы умнее, потому что вы всегда правы, да. И еще один момент такой интересный показали. Здесь какую-то темную силу показали, как какую-то темную сущность. Темная сущность, как какой-то полтергейст, может быть, какой-то непрекаянный дух. Кого-то выгоняли, и кого-то вы прогнали. Теперь эта сущность просто она дрожит и энергетически мерцает. Ну-ка, признавайтесь, где вы чистку делали, кого вы чистили, кого вы от сущности избавляли. Вы знаете, вы так мастерски это сделали. Вам, в принципе, с вашими данными, я думаю, что можно действительно изгонять дурную силу, да? Быть человеком, который занимается такими вопросами, и даже, возможно, в этом вы сможете сделать очень классную карьеру. Есть у вас эта сила, и нечисть вас боится, извините, но скажу, как вижу. Это прям в венце показали. То есть настолько мастерски вычистили, настолько быстро и настолько проявили себя, что эта сущность, она до сих пор мерцает, от страха мерцает. Отогнали, прогнали. И вообще, мне кажется, что нечисть вас побаивается. Что бы это ни было. Мелкие всякие сущности, более средние сущности, дьявольские проявления, это все вас боится. Просто боится и обходит стороной. Это четко видно. Вы, возможно, об этом не знали, но отсыпка это все показала. В общем, и люди, и нечисть вас боится, и вообще вы умница, красавица. Главное, чтобы вы сами ничего не боялись. Особенно, что касается ваших внутренних состояний. Вам нельзя сомневаться ни в себе, ни в своей силе. И не должно быть у вас никаких комплексов. Вообще надо с этим бороться, просто на корню вырывать. Потому что это может вас тянуть вниз. Это может быть источником вашей слабости. А
слабой вам быть нельзя. У вас же крылья есть, да, вам нельзя быть слабой. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.